Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем момент смертельного наезда на улице Мира в Казани. Могли быть мы все троем под колесами машины. Под колесами Нивы под управлением 18-летней девушки погибла 75-летняя женщина. Расскажем, как водитель арендованного Volkswagen Polo сбежал после того, как на полном ходу врезался в столб. И слышала просто шум, когда машина как-то врезалась вот туда. И гибели медведя под колесами «Лады» в Кукмарском районе. А также аварийный маневр. У нас тут уже и скорая приехала. Этого парня уже перемотали всего. Водитель Hyundai попал в больницу, поворачивая направо из левого ряда. Это и не только. Прямо сейчас. Женщина-пешеход, переходившая дорогу на улице Мира в Казани, погибла под колесами Нивы. За рулем внедорожника сидела 18-летняя девушка. Как зафиксировали камеры видеонаблюдения, она проехала перекресток с улицы Советская на красный свет, выехала на встречную полосу и помчалась прямо на людей, уже шедших по пешеходному переходу. Две женщины успели отскочить в сторону. Одна увернуться от автомобиля не смогла, она скончалась в карете скорой помощи. Могли быть мы все троем под колесами машины. Для нее и ее знакомой это второй день рождения. Она первой заметила несущийся на них внедорожник. Рассказывает, стояли у края проезжей части, надо было перейти улицу Мира. Сбоку подошла женщина, как только загорелся зеленый. Все вместе пошли по пешеходному переходу. Мы стояли, вообще разговаривали, не смотрели на поток. Представитель загорел светофор. Что-то дернуло мне повернуть голову вправо. Я смотрю, машина летит, и я эту женщину стой. Я отпрыгнула, дернула женщину, которая стояла рядом со мной. А это, получилось, самое крайнее стояло с ней. Ее подругу внедорожник задел по руке. Идущая рядом женщина увернуться от автомобиля не смогла. Но она через машину, получается, прилетела. В высоту, наверное, 1,5 метра точно. То есть она перелетела, получается, через машину. Ну, вот ее как-то подкинула, не знаю. Вот. И с таким хорошим звуком она, конечно, упала. Женщина была жива, для нее тут же вызвали скорую помощь. Я сразу стала вызывать 112. Ну, я вижу, что человек лежит без движения. Потом уже в процессе смотрю, она пытается поднять голову. И пешеходы все сбежались, пытались проверить, дышит, не дышит, вроде дышит. Подходили к ней за руку, трогали. Вот мужчина, там женщина подходила. Вроде нам казалось, что она жива. Скорая подъехала, вроде они ее так подняли. Мы думали, что обойдется. Водитель Нивы к сбитой женщине не подходил. Очевидцы только потом узнали, что за рулем внедорожника сидела 18-летняя девушка. Я ничего не поняла, потому что я стояла долго, я ждала скорую. Потом вдруг выяснилось, что девушка водитель. Я говорю, как же так случилось? Она молчит. Я говорю, ну вы не уходите, вы дождитесь тогда гаишников, раз вы виноваты. Момент наезда был зафиксирован камерой видеонаблюдения. На записи видно, для пешеходов и автомобилей, едущих по улице Советская, загорается зеленый свет. Девушка на Ниве проезжает уже на красный, чтобы не врезаться в машину, выехала на встречную полосу, прямо на идущих по переходу людей. Она уходила от столкновения и скорость набирала. Если навстречу машин не было, и она, видимо, рассчитала, что она уйдет от столкновения машины, которая выезжает с Советской. И всегда получается так, как 18-летний водитель автомобиля «Нива» по предварительным данным в нарушении пункта 6.13 правил дорожного движения проехала на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Пострадавшая скончалась в карете скорой помощи. При себе у нее не было никаких документов. Личность погибшей установили через несколько часов. Ей было 75 лет. Почему не остановилась на красный свет, автоледи не рассказала. Даже своим знакомым, приехавшим на место происшествия. Она в шоке. Чего уж может быть, отвлеклась, скорее всего. 18-летняя девушка, водитель Нивы, водительские права получила в конце февраля этого года. До момента этого происшествия у нее не было ни одного штрафа за нарушение ПДД. По факту наезда, вероятно, будет возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Закон предусматривает до 5 лет лишения свободы. Нафиса Минязова, Дарья Кореева, «Вызов 112».
В Кукмарском районе под колесами «Лады Калина» погиб медведь. Наезд произошел недалеко от деревни Ошьюмья. Косолапый вышел на проезжую часть. Водитель отечественного автомобиля не успел среагировать из-за плохой видимости и сбил дикое животное. «Лада» получила значительные повреждения, однако водитель чудом уцелел. Напомним, за сбитое дикое животное водителям предстоит возместить ущерб государству. За медведя нужно заплатить 60 тысяч рублей. Мужчина упал в автобусе на улице Чуйкова. Женщина-водитель общественного транспорта вызвала медиков и автоинспекторов. Однако упавший сообщил, что никаких претензий к экипажу автобуса не имеет. Он сам оступился и упал, когда заходил в салон. Однако автоинспекторам все же пришлось оформить случившееся как дорожно-транспортное происшествие. Водитель арендованного автомобиля врезался в столб на проспекте Ибрагимова и сбежал. «Фольксваген» вспыхнул, случайные прохожие потушили возгорание. Сидевший за рулем человек оставил в салоне кофту и сумку. Рядом с местом происшествия расположены несколько камер видеонаблюдения, и вычислить его, уверены полицейские, не составит труда. И слышала просто шум. Заходили мальчишки оттуда, и мы вот... Когда машина как-то врезалась вот туда. Услышав сильный грохот, работники близлежащих организаций выбежали на улицу. Они увидели разбитый «Фольксваген» и выбегающего из него водителя. Кто-то из очевидцев говорил, что с ним был и маленький ребенок. Сразу после удара они скрылись, а машина задымилась. В магазин я пошел. Смотрю, авария был. И другом пришли, шамилем вдвоем. И смотрю, горит. Вот я взял это, «Газель» остановил. Водитель «Газели» отдал очевидцам огнетушитель. В это время из-под капота валил уже сильный дым. Были видны языки пламени. Все боялись, что огонь может распространиться, но его удалось потушить своими силами. Водитель к этому времени уже скрылся, но в салоне остались его одежда и сумка. Найти его, вероятно, будет несложно. Автомобиль в аренду можно взять только через аккаунт, где есть все данные арендатора. К тому же в округе много камер наружного видеонаблюдения, и не быть зафиксированным хоть одной из них довольно сложно. К тому же приехавшая на место аварии следственная оперативная группа сняла отпечатки пальцев с двери, руля и рычага коробки передач. Тем временем очевидцы стали предполагать, почему произошла авария. Там девушка стояла, то, что я видел. В первом ряде стояла. Остановился даже. Он, походу, отсюда ехал на втором ряду. Он, скорее всего, хотел туда поворачиваться. За оставление места ДТП водителю грозит арест до 15 суток или лишение водительского удостоверения до 1,5 лет. И немалую сумму ему предстоит заплатить и каршеринговой компании. Алия Хайрудинова, Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин. Вызов 112. Один человек пострадал в результате столкновения Ниссана и Hyundai Solaris на пересечении улиц Декабристов и Тверская в Казани. Оба автомобиля двигались в одну сторону, пока водитель Hyundai не вспомнил, что ему надо повернуть направо, и не стал совершать этот маневр с левой полосы. Авария произошла через мгновение. Получается, две полосы. Здесь вот следы. Я начал уже уходить от столкновения. Водитель Ниссана все фиксировал на телефон, чтобы потом было меньше вопросов. Автомобиль, на котором он ехал, мужчина взял в аренду, двигался в правом ряду и совсем не ожидал, что едущий слева Hyundai вдруг перегородит ему дорогу. Начал передо мной поворачивать направо, и его развернули. Может быть, он поворот пропустил. Непонятно, что там у них произошло. Свой маневр водитель Hyundai объяснить никак не смог. Ну, он вообще никак не объяснил, он в шоке был. Приехал его братишка, и с братишкой вот уже вели диалог. Медицинская помощь потребовалась водителю Hyundai, он сильно ударился головой. У нас тут уже и скорая приехала, и гайцы подъехали. Этого парня уже перемотали всего. 37-летнего водителя Hyundai госпитализировали и после оказания первой помощи отпустили на амбулаторное лечение. Его автомобиль смог покинуть место происшествия своим ходом, а для Ниссана пришлось вызывать эвакуатор. Ну как, она частично на ходу, но... Это как? Хрустит там все, я не знаю, то есть если сейчас передвигаться, может что-то... Водителей в скором времени ждет разбор происшествия в автоинспекции, но виноватым в аварии, вероятно, будет признан водитель Hyundai, который перед поворотом заранее не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части. Рамиль Шайдуллин, Дарья Кореева, вызов 112. 4 дачных домика сгорели в СНТ Дубки-2, расположенном на острове Тарзан в Казани. В 19:12 очевидцы вызвали пожарных. Председатель садового товарищества предоставил 2 лодки для переправы личного состава огнеборцев. Тушить пришлось с помощью 2 мотопомп. Через 2 часа пожарные ликвидировали открытое горение, а пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают дознаватели.
Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.